Тем временем республика пытается решить еще одну хроническую проблему – с бродячими собаками. Глава Коми предложил в тех районах, где нет профильного бизнеса, создавать муниципальные предприятия, которые займутся отловом и содержанием бродячих псов. Детали вопроса у Натальи Юриной. Нападение бродячих четвероногих: Ухта, Печора, Усинск, Усть-Куломский и Сосногорский районы, Сыктывкар и вновь Ухта. Места происшествий, произошедших с детьми только в этом году, громких и приданных огласке. В муниципалитетах сотни обращений от граждан о стаях бесхозных друзей. Коми-сегмент Рунета пестрит подобными видео. Разношерстные банды на прогулке, случаи нападения и последствия агрессии собак. Власти вопросом озадачены. Создали проект «Социальный кинолог». Параллельно вели работу в законотворческой сфере. На сегодня есть некоторые разночтения в законодательстве, которое существовало в республике с федеральным. Мы максимально привели в соответствие, чтобы упростить сам процесс содержания дальнейшего. Мы привели нормативную документацию республиканскую к упрощению требований к приютам. Мы четко понимаем, что на сегодня решить проблему можно только отловом животным без последующего выпуска. Районам необходимы специализированные компании, занимающиеся отловом и содержанием бездомных животных. На деле такие есть не везде. В своем телеграм-канале глава Коми Владимир Уйба сообщил о создании муниципальных организаций, где таковых нет. Главы на местах на вопрос, что мешает выстроить систему отлова, поясняют: нет компаний, которые бы выходили на конкурсы. Сидеть сложа руки и оправдывать бездействие этой причиной недопустимо. Мы не имеем права подвергать рискам детей и взрослых. Даже если укус четвероногого не окажется смертельным, лечение-то не избежать. К тому же это психологическая травма, которую многие проносят потом через всю жизнь. Поэтому принял решение: в тех районах, где нет профильного бизнеса, готового брать подряды, будем создавать муниципальные предприятия. Новый механизм подразумевает не только создание муниципальных организаций, но и приютов. В Сысольском районе на инициативу возлагают большую надежду. Там специализированной компании и приюта нет. Власти объявляли 8 аукционов, и все не состоялись. Местных подрядчиков не нашлось. Присмотрелись к предпринимателю из Усть-Куломского района, который пообещал вахтовым методом отлавливать, стерилизовать и вакцинировать животных. Для того, чтобы сегодня по всем требованиям федерального законодательства обеспечить отлов этих собак, содержание их, необходимо, конечно, иметь специализированную службу, иметь приют, который соответствовал бы всем требованиям законодательства. Где-то мы прикидывали, что на создание муниципального унитарного предприятия необходимо порядка 5,5 миллионов рублей в год на содержание этого муниципального унитарного предприятия. Плюс строительство приюта тоже где-то у нас выливается порядка 20 миллионов рублей. Пару лет назад четвероногие бродяги терроризировали Сосногорский район. Подрядчик на месте есть, дома для хвостатых нет. В этом году тут отловили более 200 бесхозных животных. Без укусов не обошлось. Поступают в администрацию и жалобы. Жители не устраивает выпуск простерилизованных дворняк на волю. С подрядчиком заключено несколько контрактов в этом году. Все они исполнены в полном объеме. Собаки отлавливались и на территории Сосногорска, на территории Нижнего Одессы. Подрядчиком ООО «Ветеринарный центр» также создана некоммерческая организация, благотворительный фонд «9 жизней», на базе которой планируется обустройство приюта на территории города Сосногорска. Будет собран необходимый пакет документов и направлен в Министерство сельского хозяйства Республики Коми для возможности получения гранта, субсидии на строительство приюта в Сосногорске. А вот в Ухте ситуация иная. И подрядчик есть, и приют. Однако, что не случай нападения собаки через одного, то в Ухте. В напряженном режиме здесь живут больше года. Число обращений в мэрию от горожан с начала года приближается к 1000. Каждый день, практически каждый день сейчас идут жалобы, что кусают собаки детей. И все собаки чипированы. То есть у нас уже практически мало осталось собак, которые не были отловлены. Мы начинаем по второму кругу гонять, а согласно законодательству мы этого делать не имеем права.
При этом в Ухтинской мэрии работой единственного подрядчика недовольны. Как отмечают в администрации, «Добрый город» больше благотворительная общественная организация любителей животных, а не профильная. Эти люди очень любят по своему характеру, по своему. И собаки для них, они все добрые. То есть они на самом деле, они их чуют, они к ним подходят без боязни и на них не лают, не кусают. Но жалобы-то не прекращаются. Тот же самый «Добрый город» выезжает, потом говорит, что или собак нет, они уже убежали, или они есть, но они чипированные, и они все не агрессивные. Потому как ведь процедуру на проверку агрессивности, если она чипирована, они уже прошли. Есть в Ухте и другая компания, которая может отлавливать животных. Муниципальный «Ухта спецавтодор». Однако условия последующего задержания там псов нынешнему законодательству не соответствуют. На наведение порядка по букве закона могли бы пригодиться республиканские средства на обустройство приютов. В Минсельхозикоме отмечают, без зоозащитников и волонтеров в реализации проекта не обойтись. Мы рассматриваем сейчас помощь, субсидирование строительства, обустройства, надо правильно сказать, обустройство, для чего мы, собственно, и максимально упростили и облегчили требования к обустройству приютов в муниципалитетах. На сегодня это уже не капитальные строения, проектно-сметная документация не требуется. Поэтому обустроить приют на местах на сегодня стоит совсем других денег. Отдельная тема – это работа с зоозащитниками, как раз их усилия мы хотим направить от, скажем так, конфронтации к созиданию, чтобы они как раз и занялись помощью в содержании дальнейшем животных в приютах. Зоозащитники помогать не против. Более того, создание приютов поддерживают, но считают, что один вопрос все-таки стоит проработать. Нужно ли выпускать животных после отлова и стерилизации на волю? С одной стороны, это гарантирует жителям безопасность, с другой – размеры приютов будут масштабными, так же, как и материальное содержание подопечных. С третьей – о гуманном отношении тоже не стоит забывать. Животное, не виновато в том, что оно живет и родилось, и это не причина закрывать его на пожизненно. Я считаю, что в приюте пожизненно могут жить, допустим, агрессоры, которые действительно там есть факты укусов, то нужно все-таки начинать решать проблему с самого начала, с рождения маленьких щенят. То есть у нас во многих муниципалитетах щенков не отлавливают, потому что их нельзя стерилизовать, они еще маленькие. Поэтому они растут на улице, а когда они подрастают, у нас уже нет возможности их отловить, они уже довольно дикие, и это очень сложно. Если отловщик не открыт, если у нас нет туда доступа, если мы не можем контролировать, то это 100% конвейер смерти, без вариантов. По мнению зоозащитников, в приютах обязательно должны работать кинолог, который будет социализировать уличных животных, и ветеринар. Начало положено. Вопросы пока в проработке. Муниципалитеты готовят заявки, а Минсельхозкоме по этому поводу общается с волонтерами и зоозащитниками, чтобы учесть мнение всех сторон в этой непростой и больной для коми теме.